Если вы поедете сегодня в Кёльн, то уже на ЖД вокзале можете заметить, что большинство там составят беженцы ближневосточной внешности. Не вникая в ситуацию и не пытаясь выяснить, что к чему, у вас может сложиться ложное убеждение, что вы попали не в немецкий населенный пункт, а, допустим, афганский. В своем дневнике вы отметите: в Кёльне полно афганцев, и спустя 200 лет какие-нибудь ученые из Кабула будут считать, что Кёльн стоит на афганской земле, основываясь только на ваших заметках путешественника. Вы думаете, что это глупо? Я с вами согласен. Но именно так все и выглядит в контексте Владикавказа. Все документы, что вы только можете найти, указывают, что Владикавказ основан на ингушских владениях, но осетинские власти почему-то из всего этого объемного списка неудобных для них источников отыскали книгу некого немецкого военного путешественника по Кавказу и по одной лишь записи в его дневнике воздвигли целую легенду.